мероприятия. Резолюция по итогам собрания общественных организаций. По итогам собрания представителей общественных организаций, прошедшего 30 октября 2023 года по вопросу противодействия по дестабилизации межнационального мира и согласия в Самарской области, выработки мер, направленных на дружбу народов, приняты следующие решения. Деятельность общественных организаций ориентировать на необходимость воспитания детей с учетом уважения к людям, жителям, на территории которой живут и работают они и их родители. Соблюдение российских законов, норм и правил поведения, соблюдение требований общественного порядка. Второе. Деятельность общественных организаций проводить с учетом необходимости укрепления межнациональных отношений народов, проживающих в Самарской области и в Российской Федерации. Третье. Призываем не реагировать на искусственное нагнетание негативного информационного фона вокруг единичных конфликтов. Согласны? Ну что, коллеги, давайте, может быть, что-то еще добавим к этой резолюции. У кого какие пожелания есть? Пожалуйста. Или вы кому-то слово дали? Вот, женщина, выбрать. Представьтесь сначала. Я вот тоже, спасибо за приглашение, хочу сказать, я педагог по образованию и некоторое время проживала в других странах, в Германии в частности, в свое время, когда-то училась. И вот что я сейчас услышала, здесь у нас представители религии, естественно, все стараются, все мы с этой точки зрения, у нас все хорошо, в мечети хорошо у нас работают. Вот мне кажется, действительно, в советское время у нас была вот такая вот объединяющая, воспитывающая роль школы, а потом мы потеряли. Но вот это, мне кажется, сейчас мы тоже должны выработать обращение в Министерство образования, что в школах должны обязательно межкультурную коммуникацию как предмет, например, даже, или какой-то другой предмет, который учит нас понимать друг друга. Мы все разные, действительно. Даже татары, русские, разные менталитеты. Кто-то горячий по менталитету, кто-то более эмоциональный и так далее. Мы должны все равно изучать друг друга. У нас этого еще пока не происходило. Как-то в советское время у нас была дружба, у нас были мероприятия, но это были, знаете, больше как мы, как народ и так далее. А вот именно конкретно изучать менталитет друг друга, чтобы понимать лучше, как у вас принято, как у нас принято. Это должно быть на уровне Министерства образования, даже России, я думаю. К этому придет все равно. И мы сейчас сегодня могли бы поменять, например, такое обращение. Например, давайте текст свой запишем, мы согласны с этим. Ты тогда самое красивое потом. Да, я думаю, хорошо. И обязательно нам нужны. У нас такие... То есть поступило предложение, значит, написать письмо, обращение в Министерство образования Самарской области, какой-то ввести внеклассный, наверное, урок, да, по межнациональным вопросам, да, что-то вот такое. Да. Понятно. Ну, сформулируем потом текст, значит, и подготовим. То есть еще одним дополнительным пунктом. Да. И к нему же прямо в каждой школе у нас был, помните, я каждый раз вспоминаю, в декабре День Республик был, и мы каждый наряжались в свои национальные костюмы, и, пожалуйста, я помню, да, я на всю жизнь запомнила, что долина Харарата расцветает по утрам, яркий цветочек, там какой-то город Ереван. Вот 50, извините, было 50 лет назад, он у меня запомнился, потому что это было в школе. И если все нарядятся в свои национальные костюмы в школе и покажут, какие у них красивые национальные костюмы, какая еда и так далее, это будет такое единение. После этого уже эти дети никогда не пойдут драться друг с другом. Понимаете? Вот это должно в школе 3 раза в год должны такие праздники проводиться, минимум. Наурус, вот вам, пожалуйста, да, причина. Показать всю свою красоту, всю свою культуру, стихи свои и так далее. Там у татар свой праздник, у русских свой праздник. 3 раза в год должны обязательно какие-то такие праздники проводиться каждые 3 месяца в школе. Я думаю, вот вы сейчас написали в полной красе модель Зубчиновки. Правильно. Вот у нас сейчас вот точно, вот то, что вы сказали, у нас теперь это происходит. Таджики, узбеки, татары, Дагестан, все мы вместе вот так же. Приезжайте в Зубчиновку в гости, мы вам это организуем. Опыт, значит, к вам придут пусть учителя за методикой. Да, пожалуйста, мастер-классы для учителей, как организовать. Значит, сформулируем совместно. Вместе совместно новый текст. Спасибо.